Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу.опора. Хайрли Кич, студия Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, значит, в Татарстане с начала уборочной кампании собрали более 3,6 миллионов тонн зерна. Можно ли вот с полной уверенностью говорить, что республика обеспечила себя хлебом? Продовольственная безопасность, цены на зерно, закон о семенах, который вступает в силу с завтрашнего дня. Все это и многое другое обсуждаем сегодня с нашими экспертами. Урожай 2023. Первые итоги, так называется тема программы. С удовольствием представляю наших гостей в студии. Дмитрий Александрович Яшин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Кумер Межагитович Байтимиров, президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Татарстан. Хайрли Кич. Добрый вечер. Прилетел и успел Адель Айратович Хайруллин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью группы компании «Красный Восток». Рада вас видеть. Рустам Мингазизович Низамов, профессор кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук. Радик Мажитович Камалетдинов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Кайбетского муниципального района. И с нами сегодня Марс Митхатович Юнусов, председатель сельскохозяйственного кооператива «Фермер». Хайрли Кич. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Начнем с опроса нашей интернет-аудитории в соцсетях. В начале недели мы спросили: важны ли для вас итоги уборочной кампании в Татарстане? 73% пользователей ответили: да, это же цены на продукты. 27% опрошенных посчитали: нет, цены все равно растут. И 0% все выращивают сами. Есть о чем задуматься, почему не выращивают сами. Это отдельная тема для разговоров. Как вы считаете, почему действительно только цены волнуют, в принципе, людей сегодня? Кумер Межагитович. Ну, конечно же, не только цены, но и количество. И от количества, конечно, зависит цена товара. И поэтому основной принцип рынка – спрос рождает предложение. И второе – это если дефицит продукции, то цены увеличиваются. Поэтому здесь говорить о совпадении взглядов или желаний разное. Потому что у потребителей одно желание подешевле взять, купить, и у меня такое желание. А у аграриев? У аграриев немножко другое, наверное. Адель Айратович, вас как опрос удивил, не удивил или все? Нет, мне удивительно только то, что люди беспокоятся только 33% о том, что цены растут. 23, 27. Да, если бы сказали, что 70% то, что цены растут. То есть вы бы наоборот, да? Да. То есть, здесь на самом деле обеспокоенность цен. Она у всех есть. То есть, что она происходит? Она происходит в какой-то цепочке производства, но точно не у сельхозтоваропроизводителей на их конечную продукцию. Мы не ощущаем того, что на наш труд, на результаты нашего труда произошел какой-то скачок цен. Интересно. Вот сейчас об этом и посмотрим, да, насколько цены растут. Может, к концу программы станет понятно, насколько должны вырасти, насколько реально растут. Итак, битва на завершающем этапе. Более 3,6 миллионов тонн зерна собрано. Средняя урожайность не рекордная, как в прошлом году. Я так понимаю, но неплохая, 26. Да, центр гектара, если что-то изменилось, там, Дмитрий Александрович, поправите. Лидеры: Тетюшский район до 40 центнеров, Камск, Устинский, Кайбетский 36. Да, Кайбетский у нас также в лидерах. Да. Как оцениваете предварительные итоги, Дмитрий Александрович? И какие-то особенности этого года? Понятно, что погода, где-то 72 дня нет дождя и так далее, и так далее. Но, в принципе, о чем мы говорим? В прошлом году 5? В зачете 5,2 был. Да, в этом году 3,6. Что? Будет 3,8, да, так понимаю? Где-то мы по предварительным итогам с районами тоже информацию у них собрали, где-то 3,7, но если в зачете 3,5, наверное, приблизительно такой валовый сбор ожидаем. Много это или мало? Обеспечено, не обеспечено? Для республики внутренняя потребность с учетом животноводства, переработки, спиртовой, да, то есть там промышленности у нас составляет порядка 3,2-3,3 миллиона тонн. То есть, в принципе, республика самодостаточна, она самообеспечена. Потребности закрыты? Потребности, да. То есть мы, собственно, покрываем. И, в принципе, мы можем избежать проблем прошлого года, когда было 5, да? И когда много чего оставалось? Переходящих остатков, да. То есть, в текущем году очень много было. Это было связано и с ценой реализации, и то, что рекордный урожай в целом в Российской Федерации по итогам прошлого года был. То есть... как 36,6, тут у нас и 3,6, средняя температура по аграрной отрасли. В общем, в принципе, нормально. Нормально. То есть критической ситуации нет.
Как бы сейчас вот сами те, кто занимается, кто с земли, Адель Айрарович, вы как оценили бы итоги, предварительные итоги? Ну, смотрите, в отличие от прошлого года, если мы могли какую-то часть потерь перекрыть тем, что мы понимали, что да, урожай большой, да, но умножая воловку на гектар, мы понимали, что вроде как она бьется, да, с учетом того, что цена была на некоторые позиции культуры оскорбительно низкая в сравнении там 2021-2020 годом, да, когда там пшеница, если стоила там 14-16 рублей, она внезапно даже у крестьянских фермерских хозяйств бралась за 4-5 рублей, да, да, условно говоря, если ты имеешь 5 тонн с гектара, ты себе покрываешь это. В этом же году у нас проблема основная заключается в чем? Что цены относительно прошлого года не изменились. То есть те прошлогодние остатки, которые сейчас есть, они из хозяйств, складов, элеваторов, зернотоков перешли в порты. То есть и порты теперь тормозят и не могут дать цену, соответственно, выше, чем прошлый год. Например, даже на этой неделе нам постоянно покупатели декларировали на фуражную пшеницу 7600 рублей. То есть это даже меньше, чем то, что декларировалось в 2022 году. То есть, понятное дело, да, имея элеваторные хозяйства, мы это будем пережидать и смотреть на ситуацию, да. Но я чуть подальше скажу свое предложение, которое, на самом деле, эту проблему может отчасти снять. Хорошо. Марс Михайлович, как вы бы оценили предварительные итоги уборочной страды 2023? Какие проблемы, какие плюсы? Урожайный год, да, сказали, поэтому цена не то на зерно, правильно? В этом году урожай меньше намного, 2 раза вот сравнительно, я имею в виду наше хозяйство. В прошлом году 1500, почти 2000 собрали, в этом году половину только собрали. Но у меня, вот как люди, коллеги сказали, у меня прошлогодний запас, у меня в данный момент 1500 тонн зерна лежит ячменя вот, для продажи. Это кроме еще для фуража, который я себе оставляю. Вот, и самое интересное у нас, это изумительная страна, я вам в тот раз сказал. У нас почему-то кое-что растет как на дрожжах. Вот, я специально, я ассоциации отправлял, как цены у нас растут на дистопливо, то есть на смазочные материалы. Вот цена на нашу продукцию почему не растет? Как нам дальше жить, я не знаю. У нас самое интересное, вот, если в стране есть инфляция, должна, вот, я думаю, должно все параллельно расти. Все, вот, продукция, все, производство, ну все, которое мы используем, да, то есть употребляем. А у нас, наоборот, именно сельскохозяйственная продукция падает, и мясо сейчас упало, я думаю, наверное, у всех, вот, и зерно, цена не на зерно, и молоко. Ну, там есть молоко, у нас еще звук есть, но это же копейки сравнить с прошлым годом. В прошлом году мы продавали молоко за 35, некоторые крупные хозяйства за 42 рубля, я имею в виду с НДСом. А сейчас в этом году, наверное, рублей 30, наверное, да, вот перевалили там. Да. Это на 10 рублей дешевле, вот в прошлом году. А дистопливо стало на 20-30 рублей дороже, наверное, скорее всего, я думаю. Такой же роста нету. Дальше что делать, я не знаю. Камиль Бессимович, а для вас? Но для что меня, сейчас? Из плюсов и минусов? для меня важно те люди, которые работают на поле и которые выращивают это зерно. И когда мы говорим о том, что да, валовое производство позволяет все-таки говорить о том, что мы закрываем внутренние потребности, но почему-то никто не говорит о том, что как вы, крестьяне, живете. Я полностью согласен с Марсом Мидхатовичем, потому что важным звеном в целом в агропромышленном комплексе, конечно, люди, которые работают на поле и которые ждут благодарность, цены за свой труд. Это важное такое начало, когда агропромышленный комплекс, скажем так, имеет успехи. Но когда не защищены именно сельхозтоваропроизводители, это, конечно, очень плохо. Сейчас главные проблемы какие? Главные проблемы неудержанный рост цен. Это одно. И второе, все-таки государство в своей агроэкономической политике должна закладывать цены для своих сельхозтоваропроизводителей. Мы говорим, спрос рождает предложение, но тогда надо пересматривать и, допустим, структуру посевных площадей, чтобы достаточное количество или достаточная масса была для того, чтобы удовлетворить потребности наших потребителей. Когда вы ведете исследования перед началом, как вы сказали, надо было, наверное, спросить, как вы, сельхозтоваропроизводители,
живете на сегодняшний день. Я думаю, что просто не да. Там, пока были, что проголосовали. И мы думаем, что ответы мы здесь вот на этой передаче получим, потому что точкой опоры является именно мнение вот тех людей, которые стоят перед вами. Тружеников, согласна. А Кайбица нас здесь, Радик Маджитович, вот в числе лидеров, мы сказали, да, по урожайности. Понятно, что, ну, как журналистам всегда интересно, что несколько районов, расстояние по соседству друг от друга, везде не было дождя 72 дня, но у вас тут урожайность почти рекордная. С чем вы заканчиваете уборку? Чем гордитесь, какие проблемы уже видите? Наш район образовался 32 года назад. За эти 32 года мы такой рекордный урожай получаем второй раз. Это первый раз мы в 2017 году получили 100 200 тонн. И в этом текущем году 105 тысяч пока намолотили. Прогнозируем 107 тысяч тонн с урожайностью 35 центнеров с гектара. Мы всего этого добились благодаря организованной работе. Это мы соблюдали все агротехнические мероприятия. Это был сделан огромный объем работ. Это по защите растений, посев, корневая подкормка, удобрениями, листовая подкормка. Вот это все привело нас к такой урожайности. Хорошо, но проблемы, вы уже видите, какие проблемы могут быть? Вот сейчас коллеги ваши говорят. Ну, да, по валовому зерну у нас хорошо, но сейчас вот по ценам, сейчас у нас зерно не реализовано, стоят все на складах. Сколько стоит? Много или мало? 100 тысяч тонн. Это много или мало? Вот так, это чтобы много. Зрители понимали, журналисты понимали. Это много. Сколько, в принципе, должно, ну, условно быть, чтобы все процессы логически действовали, происходили, и не пропадало, и не залеживалось, и уходило? Ну, 1020 тонн. То есть у вас превышение в 5 раз? Да. Что делать в такой ситуации? Давайте, Адель Айратович, мы понимаем, что, я так думала, позже к этому вопросу придем, да? Но, в принципе, что нужно сегодня, можно ли сегодня вам вернуть свои затраты? Нет, ну, смотрите, и заработать? Чем же может помочь государство? Дмитрий Александрович правильно обозначил такую вещь. У нас потребность по республике на КРС, на птицеводство, это 3,5 миллиона тонн, правильно ведь? 200, да, 3,200, 3,5 в зависимости от года. В прошлом году собрали 5. То есть, условно говоря, даже если бы мы никуда не вывозили, 1,5 бы осталось в запасе. В этом году мы ожидаем, что мы соберем еще 3. То есть это 1,5, которые также опять останутся в запасе. Да? Соответственно, никто их в запасы же не отправляет, все их распределяют или на другие регионы, или же, ну, чаще всего на другие регионы или на экспорт. Но у нас же нет такой возможности, в отличие от других регионов, как, например, Новосибирск или Алтай, иметь первое. Ну, я это неоднократно много раз говорил. Цена всегда будет низкой, пока будут большие переходящие остатки, которые у нас есть. Цена была высокая в 2021 году, потому что этих переходящих остатков просто не было. И она всех удовлетворяла даже в условиях засухи. Даже в условиях засухи люди смогли перекрыть свои затратные части. Как с этой проблемой справляется Алтай и Новосибирск? У них есть такой параметр, как субсидирование перевозок железных дорог, ввиду того, что у них есть специальное соглашение с Ленинградской областью. То есть, если ты везешь с Новосибирска или с Алтая на птицеводческие хозяйства Ленинградской области. Регион субсидирует. Да. Ну или если это идет на экспорт. Касательно ЖД-перевозок по Татарстану, у нас такого нет, но у нас и магистрали такой основной нет. У нас основная, главная наша магистраль, как бы историческая, которая была последние 1000 лет, это Волга и Кама, которая за последние 5-6 лет, естественно, судоходство очень сильно просело, что тоже садится в ценах. Я не знаю, почему об этом, кстати, часто не говорится, да, но традиционно, вот если мы просто вспомним 18-17 года, судоходное движение зерна, оно, в принципе, обеспечивало такую вещь, то, что человек, в принципе, имел, который занимается сельским хозяйством, что цена на зерно, она не давала такой большой маржи в разнице того, что ты продашь, например, здесь, на птицеводческие хозяйства, что на экспорт, потому что примерно одинаковый спрос был сейчас. Очень дорогая логистика до Новороссийска, то есть без НДС на железной дороге это 4500 рублей на тонну, на воде это 5800 иногда доходит, в то время как, например, в том же самом 17-18 году цена колебалась от 1500 до 2000, просто потому что судоходство с каждым годом, количество кораблей становится все меньше и меньше и меньше. Если их будет становиться все меньше и меньше, то и доступ вот этого излишнего зерна, оно будет
очень сильно давить на цену, и мы всегда будем здесь собираться и говорить о том, что цена плохая, потому что у нас технологии у Татарстана развиваются гораздо лучше, чем у других регионов в этом плане, да, агротехническое сопровождение, техника. У нас в этом плане положительная тенденция, то есть мы имеем понимание того, что с каждым даже плохим годом мы будем увеличивать свои относительно плохие урожайности. Даже в этом году все думали, что будет на уровне 2010 года, потому что погодные условия были на уровне 2010 года. А в 2010 году собрали 5-6 центнеров гектара. Это говорит о том, что мы очень большие шаги сделали за 20 лет в плане агротехнологических вещей. Но пока это не будет решена проблема в виде логистики и доступа на другие рынки, мы так и будем вечно находиться в условиях низких цен. Я хочу сказать не только логистику. Вы, наверное, просто пропустили о том, что когда мы зерно экспортируем за пределы Российской Федерации... Ну, там другая проблема, да. Там другая проблема. Да, проблема какая? Таможенная пошлина, да, которая из года в год, если взять доход на сельхозтоваропроизводителя и таможенную пошлину, она идет впереди. И это дополнительные средства, цены, которые снимает сельхозтоваропроизводителя. И поэтому вот этот вот агроэкономический политик, который не учитывает именно доход на сельхозтоваропроизводителя, она в принципе идет вразрез с тем, каким образом все-таки должно развиваться. Мы же, когда говорим о сельхозтоваропроизводителе, мы же не должны забывать о том, что они наряду с производственными проблемами решают и социальные. Мы забываем почему-то о том, что большинство сельхозтоваропроизводителей вкладывает средства в развитие сельских территорий. И в связи с этим, да, государство вкладывает, но тем не менее львиную долю вкладывает именно сельхозтоваропроизводители и дают своим работникам заработную плату, которая должна быть адекватна и среднему заработной платы по Республике Татарстан и по Российской Федерации. Хорошо. Я не задавали еще сегодня вопрос. Рустам Мингазевич, вот, что здесь можно? Какие еще есть проблемы увидели в нынешнем годе? Ну, в принципе, все такие злободневные проблемы, они были озвучены. Понятное дело, вот диспаритет тот цен, который влияет, там, рост ГСМ, средств защиты, удобрений, сельхозтехника, там много-много чего, а при этом снижение стоимости самой сельскохозяйственной продукции, это, конечно, очень такой, ну, существенный, наверное, барьер для дальнейшего развития в целом всей отрасли. Ведь у нас, например, если так посмотреть, цены на, ну, скажем так, сельское хозяйство – это та отрасль, которая, к сожалению, не может диктовать сами цены на продукцию, которую производят. Если некоторые объясняют рост, допустим, дистоплива, рост цен там, мировыми рынками и так далее, сельчанин никак не может объяснить, почему вот у него он ставит больше цену за реализуемую своей продукции. У него наоборот недоумение того, а почему? Вот, к сожалению, такая обеспокоенность, она существует, и, возможно, вот ряд предложений, которые были сегодня озвучены, может быть, они станут тем инструментом, который можно было бы применить и внедрить. Марс Медхатович, вы в чем видите решение проблемы с теми же ценами на зерно? Вот Айратович сказал, Камиль сказал, весь вопрос логистики. Вот я 2 недели назад был в Москве, я встретился с фермером Краснодарского края. Там у них пшеница, по-моему, 15 рублей, да, примерно, я плюс-минус 1 рубль могу ошибаться. Вот сейчас 9 рублей, сейчас буквально на упало опять до 8 рублей, я имею в виду с НДСом. Вот логистика, Айратович сказал, 4 рубля, плюс-минус там, ну, рубль. Вот у нас тоже 15 рублей вышего. И здесь получается один выход. Только субсидировать регион должен субсидировать нашу логистику. Или решать вопрос логистикой. Тот же, раньше зимснаряды работали по Волге, по Вятке. Вот раньше, я помню, когда я маленький был, у нас по Вятке, да, докуда я не знаю, по Вятке ходили баржи, большие баржи. Сейчас не то, что где вот у нас так есть, Камы, между Камой и Вяткой, там даже в маленьких катерах уже не проедешь.
Там еще и обмеление такое. Да, да, само собой. Там, потому что... Сейчас, Марс, да. Зимснаряд, вот, ну, то есть вот это надо... Вот, эти вопросы должны решать это не мы, это уровень, на государственном уровне. Или пусть делают, как раньше, когда мы были молодыми, да, был госзакупка, пусть государство закупает, а куда он его будет девать? И потом это проблема государства. Да, кого будет кормить? Африканской сторонам будет бесплатно раздавать или продавать, это вообще нас не интересует. Пусть он наши затраты будет закрывать. Вот мой коллега сказал, все аграрно-технические там соблюдены. Он не сказал, а сколько это обошлось зерна? Вот килограмм зерна, вот, наверное, Айратович, вы знаете, наверное, да, зерна сколько выходит у вас? Рано пока еще подсчитывать. Ну, примерно, вот Ильфат Махмутович сказал, где-то 9-10 рублей. Она на уровне, она даже больше прошлого года. Затраты прошлого года, да, они легли на незавершенку и затраты этого года, да. Потому что удобрение не упало, правильно? Да. Электроэнергия не упала, газ-смазочный материал не упала, запчасти, это же тоже техника же работает, на запчасти, тем более у всех агрохолдингов, все иномарки. Там такие, вот, например, такие колеса стоят, 500 000 вот даже в некоторых техниках. Я уже про белорусов уже всякие там, про КамАЗ не говорю уже. Не надо. Это все, это никто не считает. Дмитрий Александрович, ну, проблема не первый год, с логистикой, тем более субсидированной в том числе. Вообще что-то рассматривается, в принципе, какие-то шаги есть к тому, ну и как справляться в этом году с этой ситуацией, с прошлогодним, он 100 000 тонн лежит, в 5 раз превышает. Я понимаю, в том году вот, в связи с таким рекордным урожаем, если помните, мы с вами тоже встречались, там же и Интерфон, да, то есть понятно, что, наверное, небольшая закупка в целом для Российской Федерации была, да, то есть 3 миллиона тонн всего закупили. Это было очень мало. Ну, все страны, да, конечно. но мы считаем, что это мало, конечно, при такой урожайности, конечно, там в 2008 году говорили там 10% снимали, да, то есть как бы там порядка 13 миллионов тонн закупалось, 12 миллионов тонн интервенционный фонд, чтобы вот эту вот ценовую, да, то есть, ну, диспаритет цен как бы снять. Вот. Сегодня мы тоже считаем, что здесь надо определенные интервенционные закупки, наверное, продолжать. Вот. Но это принимает решение Минсельхоз Российской Федерации. Вот. Они аккредитовывают элеваторы и закупку эту производят. Может быть, какие-то решения еще будут приняты. То есть пока мы как бы не можем. В прошлом году когда было принято это решение по госзакупкам? Смотрите, госзакупки начинались, интервенции с 8 августа. С сентября было объявлено о том, что будут компенсации за реализованные тонны. Такая была субсидия. За реализованное зерно. За реализованное зерно, чтобы рекомпенсировать потери аграриев при плохих ценах. Так. Она проходила несколько этапов по доведению сумм. Опять-таки, да, кто-то в это поверил, что субсидии будут давать. Их давали, в принципе, да, и их давали в том размере, которым декларировалось. Но, еще раз, да, у нас все-таки есть даже те, вот, например, вы со своими 1500 тонн, вы же не продали их? Да. Вы не получили эту субсидию. Мы тоже не все продали, хотя вы так считаем, потому что если мы скинули все по тем плохим ценам в сентябре, с учетом всех субсидий, мы бы вышли, например, неплохой вариант. Но просто, на самом деле, она отдавалась порционно, и не все понимали механизм этой субсидии, потому что она была новая. То есть, ну, насколько я знаю, такого еще не проводилось. Ну, так, чтобы проходила компенсация от потери рыночного дохода, который мог быть. Она, в принципе, тем, кто вовремя продал, она помогла. Но еще раз я говорю, вот этот механизм из-за того, что новый, не все в него смогли влезть. Эти деньги 2 рубля. 2 рубля, по-моему, да? 2 рубля. И в связи с вот тем, вот много продали, 0,8 рублей. Она уменьшили его, она еще с 2 рублей упала. Ну, хотя бы что-то там про шерсть и клок, да, в этой ситуации. А в принципе нужно было Проблема субсидировать реализованное или нереализованное, или субсидировать. Сейчас я хочу прийти. Дело в том, что вот эта субсидия, кто-то ее по-разному получил, она источником формирования был в пошлине, которая уплачивалась. А если брать пик промежутка времени, вот, например, я фермер, я вырастил ячмень, я смотрю на ФОБе, цена, например, стоит 18 рублей за килограмм, то есть уже погруженная на корабле. Я думаю, о, здорово, у меня себестоимость 6 рублей, но чтобы я мог довести это зерно оттуда, с меня 6 рублей возьмут элеваторы, погрузка и корабль, и с меня еще 6 рублей возьмет пошлина. Да, и, соответственно, я беру 18 минус 12, я получаю 6 рублей. Ну, почти обнуление, да? В чистом виде. Да. Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь.
мы продолжаем тут горячее обсуждение по росту цен. Вот сейчас как раз и обсудим, на что еще дальше поднимутся. У меня единственный такой какой-то парадокс в голове. Который год стоим с вами здесь и обсуждаем. Рекордный урожай. Проблемы. Не рекордный. Опять проблемы. И, в общем-то, и проблемы-то все равно одни и те же. Сейчас мы о каком решении высказались. Тут Марс Митхадзе говорит, я уже сеять что-то не буду. Да, что-нибудь сеять? Будем отдыхать, наверное, на следующий год. Марс Митхадзе вообще решил на следующий год отдыхать, если с ценами... Должен же быть, например, наверное, я сам не агроном, я механик. Севооборот должен уже соблюдаться, правильно? Вот замминистра, наверное, не даст врать. Пусть отдыхает, у меня 1000 гектаров земли примерно, пусть отдыхает. Понятно. Попробуем сеять в 2025 году. Ну, пока улыбнусь, надеюсь, что все-таки все получится. Итак, что будет, ну, понимаю, что с зерном более-менее все, и вообще слишком много даже. Что произойдет с ростом или с ценами на молоко, мясо, яйца, овощи? Чего ждать? Чего ждать? Да. Но если не умерить аппетиты тех, кто пользуется той продукцией, которую производят сельхозтоваропроизводители, то да, будет расти. Понимаете как? Нет, пользуются много. В цепочке я тоже пользуюсь, ритейл. Да, будет расти. А почему? Я объясню. Буквально, ну, наверное, 2 недели как не прошло, цены на дистопливо выросли. Затем, но мы, когда говорим про урожай и неурожай, то у крестьян 2 беды. Когда нет урожая и когда есть урожай. Вот у нас сейчас серединка же. Да, где-то серединка. Но от этого в карманах сельхозтоваропроизводителей не прибавилось. Хоть серединка, хоть начало. Для нас агроэкономическая политика государства должна быть понятна вот сейчас. Потому что мы сейчас засеваем зерно, я имею в виду озимые, для того, чтобы знать цены, как вот это вот засеянное зерно нам поможет или нет. И третье я хочу сказать. Но когда, говорит, в друзьях согласия нет по Крылову, то вы знаете, это к чему приводит. Я много ездил и вижу состояние рек Волги, Вятки. И я думаю, а как же так воду сливают? Раньше по Волге проходили 5000-ники, а сейчас 3000-ники не проходят. А почему это так? Когда только начинается процесс движения нашей продукции по рекам, то воду сливает. Почему такое происходит? Это из года в год. Так. Ну, в этом году особенно критическая ситуация, по-моему, там даже ниже 49. Совершенно верно. И поэтому вот важное то, что, и, наверное, главное, что стоит перед государством и перед Республикой Татарстан, это, конечно, удовлетворение потребностей наших потребителей и в муке, и в овощах, и по сахару, и по мясу. Главное, цены вырастут при неизменившейся жизни аграриев? Ну, давайте так, мы более, скажем, дипломатично. Да. Если государство постарается, чтобы сельхозтоваропроизводители что-то в карманах почувствовали, то цены не вырастут. А если останется та же ситуация, которая на сегодняшний день, то это вопрос. Не знаю, насколько дипломатично, если государство постарается в этой ситуации. Адель Айратович, изменятся цены? Ну, смотрите, у нас же... То есть у вас изменились? Смотрите, да. Так, давайте. У зрителей же вопрос основной, и который есть, это всегда, если касательно продукции, почему подорожала основная линейка того, зачем они приходят в продуктовый, да, почему подорожала курица на 33%, да, в зависимости от региона. Яйца там на 12%, свинина, в зависимости от региона, тоже там от 15 до 20%. Да? Ответ. Это не из-за первичного звена производителя растеневодческой, это точно не из-за производителей растеневодческой продукции. Даже элементарно, если мы говорим про хлеб простой, да, в себестоимости хлеба зерно составляет на текущий момент совершенно самый минимум от 10 до 12%. И даже если получится так, что зерно в 2 раза дороже станет, вот эта себестоимость, она, может быть, перевернется там до 16%, и в конечной стоимости будет составлять там 70 копеек, 20 копеек. То есть незаметно. Да. Это точно не от первичного звена тех, кто производит зерно, тех, кто производит живой в убойном весе мясо КРС, свинина или птица. Так.
По переработке также вопрос, да. Дальше, если разбираться в экономике, я, к сожалению, смогу только говорить за КРС. В части КРС, переработки говядины, у нас также не наблюдается того, что нам внезапно стало дороже ее продавать, да, то есть она... как то есть вы не гребете золото мешками? Нет, нет. То есть я сказал для сравнения, то есть в прошлом году фуражная пшеница, которая шла на корм птицы, которая идет, естественно, на ритейл в виде индейки и курицы, она составляла 8 рублей. Сейчас птицефабриками предлагается 7600, 7800 рублей. То есть технически она должна стать чуть-чуть ниже, но никак дать рост 35%. Хорошо. Доктор сельскохозяйственных наук, объясните, пожалуйста, вот где курица зарыта, я не знаю, собак оперировать не будем, да. Ну, я, к сожалению, по образованию не экономист, наверное, мое суждение не совсем будет верным, но здесь, если так посмотреть, скорее всего, я вот, наверное, соглашусь с тем, скорее всего, это, если даже не переработка, скорее всего, это продажи. То есть это ритейл, это, возможно, рост определенных налоговых, скажем так, отчислений. В какой-то степени все говорим, что и зарплатов сколько-то растет, но не столько, сколько, конечно же, хотелось бы. Но я больше буду, наверное, грешить на продавцов. Хорошо. Конечное звено. Да, обещали, с овощами у нас были бесконечные проблемы несколько лет подряд. Дороже была морковь, чем бананы и так далее, и так далее. Шла речь о строительстве, круглогодичном строительстве овощехранилищ, круглогодичной работе. Какая-то работа есть вообще в этом году? Что с овощами? Ну, смотрите, мы как бы ожидаем по среднему году с учетом личных подсобных хозяйств картофель на уровне как бы стандартного, да, то есть мы порядка 800 тысяч тонн, где-то порядка миллиона картофель получали, с учетом личных подсобных хозяйств, наверное, Жагич, наверное, тоже подтвердит. Ну и овощная группа, у нас сегодня все овощи на орошении, я думаю, что на уровне среднего года мы также валовый сбор получим. Получим, хранить есть где? Ну, у нас сегодня хранилищ достаточно у тех сельхозтоваропроизводителей, которые производят овощи. Но, в принципе, даже кто начинает заниматься сегодня, и Нарманка, да, то есть как бы она крупное овощехранилище сегодня строит, модернизирует с учетом отгрузки и так далее. Агрофирма Чистополе сегодня на 2000 тонн хранилище тоже строит. Вот, я думаю, что здесь с учетом хранения они уже будут. То есть, соответственно, роста цен на овощи мы не ожидаем? Ну, рост цен на овощи мы же с вами понимаем, да, то есть как бы... Не, ну, нам до этого объясняли, просто хранить было негде, поэтому здесь своих не осталось, завозили оттуда, и было импортное число. Вот давайте таким образом. То есть логистика, она в любом случае как бы у нас формируется следующим образом. Если мы берем 2021 год, там сбой в логистике когда произошел, и у нас был, да, то есть не особо урожайный. Вот, то есть, естественно, цена начала расти там с июня месяца тогда, да, то есть и поднималась, и картофель доходил там до 50 рублей. С учетом прошлого года, то, что у нас урожай был, да, то есть картофель упал так же, как и все цены на сельхозпродукцию, да, то есть, ну, 10 рублей картофель был на рынке. Понимаешь, Жагич, так ведь? Да. Вот, то есть мы сегодня опять не сильно он и подрос. В общем, остается на уровне, я правильно понимаю? Я думаю, что да, то есть на уровне прошлого года, ну, может, чуть. Сейчас еще одно нововведение обсудим. Схему дайте, пожалуйста, нам на плазму. Таблицу сейчас посмотрим. На российских полях сегодня порядка 40% семян иностранного происхождения. По доктрине продовольственной безопасности должно быть не более 25%. Самая печальная картина по сахарной свекле. Да, у нас получается 1-2% площади посевов местные сорта занимают. Картофель, соя, кукуруза тоже едут из-за границы. С 1 сентября вступают в силу новые правила семеноводства. Рустам Мингазидович, для кого, для чего и чем помешали импортные, почему нужны свои? Кайбицы вы на импортных тоже, да? Там да, большой процент? Подсолнечник и рапс полностью 100%. Полностью 100%. Что произойдет и насколько это вообще станет очередным шансом на уход? Смотрите, если у нас вот семена, по моему глубокому убеждению, это основа продовольственной безопасности. Вот представьте себя, не дай бог такая ситуация произойдет, и вот эти иностранные компании, если даже они сами не захотят этого делать, запретят продавать семена, скажем так, российским сельхозтоваропроизводителям. Тогда что мы будем сеять?
это очень сильно может подкосить нашу продовольственную безопасность. Поэтому, чтобы обеспечить вот эту самую продовольственную безопасность, мы должны, на мой взгляд, не зависеть, сделать суверенным наше государство от импортного семенного материала. Ну, сделать-то ладно, вот это все опубликовали, сказали, не более, с 1 сентября вступает. Там 100% площади посевов на импортных семенах. И что делать? То есть это же надо что-то людям дать. Я не знаю, сколько времени на разработку местных сортов надо. Каким образом? Это же изданием законопроекта там работа не меняется. Это не делается не в одночасье, понятное Сколько дело. времени дается? Поэтому есть определенные показатели по квотированию ввоза семян иностранной селекции. Там, по-моему, до 30-го года должно быть... По доктрине тоже до 30-го года мы должны 75% в посевах иметь уже семена отечественной селекции. Естественно, сейчас смотрится по разным группам, вы правильно показали, да? То есть если по кукурузе, например, мы можем и 100% достичь. Кстати, вот Красный Восток 100% работает с семенами отечественной селекции по кукурузе. Да, есть вопросы, наверное, в подсолнечнике, определенные, да, то есть сахарная свекла у нас, да, это сахарная свекла. Самый, наверное, такой проблемный вопрос, потому что у нас 2 сахарных завода, да, то есть и у нас также 100% практически семена иностранной селекции используются. Что касается зерновых, Руслан Геннадьевич тоже не даст соврать, да, то есть здесь в целом российская селекция неплохо справляется, доля отечественной селекции в зерновых у нас велика, да, то есть мы практически... Все ли так радужно? Успеете до 30-го все заменить, не знаю, создать, заказать? Успеем. Будем на отечественные переходить семена. То есть на следующий год уже какие планы? Ну нет, пока импортные мы не будем оставлять, с импортом тоже будем работать. И, соответственно, будем раньше законтрактовываться. Если не получается, уже то на отечественные. Насколько замена вот эта вся приведет к другой урожайности? Другой урожайность, да. Будет. Да? То есть на местных сортах, о какой урожайности мы примерно будем говорить? 26? 26. Вот на... это будет максимум, правильно поняла? Да. Адель Айратович, а у вас? Ну, смотрите, импортный рапс. Просто даже тестовые поля 15 центнеров, рядом с ним был посеян отечественный рапс, а это 3 центнера. Но мы рапсом не занимаемся, слава богу, профессионально. Мы уже 20 лет работаем на семенах отечественной кукурузы. Подсолнечник у нас 90-95% он составляет тоже отечественная селекция, да, у нас у собственников всегда было такое видение, да, если ты не будешь поддерживать собственную селекцию, она просто загнется, как это случилось в Румынии, да, мы смотрим на сельское хозяйство Румынии. То есть вы плавно развивали селекционную работу? Не свое личное, но института, который с нами работает, да, потому что если мы смотрим Румынию, в Румынии нету своего сельского хозяйства, оно на 100% состоит в собственниках в основном Германии и Соединенных Штатов Америки, и в основном Румыния выращивает только одну вещь, это ГМОшную сою. Ты не сможешь что-то вырастить там другое, да, но здесь проблема кроется немножко сложнее. Я бы, например, не переживал за то, что какой-то блок могут нам поставить в части поставки семян, потому что большинство институтов, которые нам поставляют семена на российский рынок, у них до 80% иногда выручки только за счет того, что они поставляют свой семенной материал в Россию. Условно говоря, тот объем рынка, который у них есть в Европе, там, в Бразилии. Его терять? Часть уже начала релоцироваться, да, то есть то, что Дмитрий Николаевич говорил на дне поля, он это говорил правильно, то, что Россия – это огромный рынок на самом деле в части сельского хозяйства. Я не зря сказал в самом начале о том, что у нас, в принципе, технологически очень ускоряется темп развития базового звена производства сельхозтоваропродукции. И, понятное дело, если кто-то, например, какой-нибудь поставщик СЗР Сингента откажется давать свои технологии, или Пионер с концами уйдет с рынка, его место займут просто венгры, которые захотят перенести свою технологию. Вопрос в том, что просто насколько это будет соблюдаться норме закона, да, потому что в законе прописано, если ты являешься импортным поставщиком семян, ты должен релоцировать свой бизнес сюда вместе с технологией. И вопрос, насколько это будет релоцировано так, что он показывает, что вот смотрите, вот у меня семенной завод, вот 20 моих научных сотрудников, они полностью передали все свои технологические секреты местным жителям и взяли в собственники тоже местного жителя. Я не уверен, что это будет проходить в таком формате. Я боюсь, что это будет чаще всего открываться в формате «открылся здесь склад», называется, что это завод по производству семян, условно, лимагрейна какого-нибудь, да, и впоследствии это будет идти просто так, что там покупается, сюда продается, и в какой момент, когда если по-настоящему решат перекрыть рынок,
вот этот склад, он не будет функционировать как завод. Хотя, впрочем, я говорю, у одной части поставщиков я видел, что они взяли, релоцировали свой бизнес полностью в Ставрополе. Ну, потому что рынок интересен. Но при этом, вот вы сейчас сказали, до 30-го года правительство России утвердило перечень семян сельхозкультуры, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября уже этого года до 31 декабря. Правильно? Это картофель, пшеница и смесь пшеницы и ржи. Потом рожь, ячмень, кукуруза, соевые бобы, семена рапса, подсолнечка и сахарной свеклы. Это каким образом может отразиться? Это каким образом? Это отразится, как мои коллеги говорят, на урожайности 2024 года. А в принципе, то, что говорил Рустам Мингалеевич о том, что принято решение, но на это уйдет 5-6 лет для того, чтобы у нас наладить производство элитных сортов семян. Это так. И я полностью согласен о том, что дело ведь касается не только зерновых или технических культур. Здесь надо сказать о животноводстве, о птице, которые мы, инкубационные яйца, по-прежнему приобретаем окольными путями из-за пределов Российской Федерации. И поэтому важным звеном, конечно, в агроэкономической политике государства, это, конечно, продовольственная безопасность, которая истекает из того, что мы и семена завозим, мы завозим и то, что необходимо для производства мяса птиц. И поэтому, наверное, на уровне правительства Российской Федерации, Министерства сельскохозяйства надо коренным образом все-таки пересмотреть. И я хочу сказать еще другое. Но я не знаю, там, конечно, наверное, в Министерстве сельскохозяйства Российской Федерации работают профессионалы, но нам кажется, что непрофессионально подходит к решению тех проблем, которые стоят перед сельхозтоваропроизводителями. И нам бы хотелось при принятии определенных решений руководствовались все-таки мнением сельхозтоваропроизводителей. И нас слышали, да. И мы видим, куда может привести та дорога, которую выбирает иногда Министерство сельскохозяйства Российской Федерации. Все-таки что будет, если ограничат? Есть какие-то прогнозы? Нет, с одной стороны, это поможет нашим отечественным селекционным центрам, которым сложно конкурировать с зарубежными компаниями ввиду определенных причин. И менеджмент, там, и финансовые, скажем так, вливания. Это как раз причинно-следственная связь. Я думаю, почему именно до 31 декабря запрет. Я думаю, это для того, чтобы к этому времени в основном покупатели семян, они бы законтрактовали семенной материал отечественного производства, а потом уже, наверное, будет возможность, скажем так, промониторить, оценить и принять дальнейшие решения. Дальше надо открывать или не надо открывать рынок. Но, тем не менее, я думаю, что это та возможность нашим отечественным селекционерам и семенным компаниям завоевать тот рынок, который, к сожалению, даже не в силу зависящих от них причин был утерян за последние 20-30 лет. У нас программа импортозамещения в принципе действует в стране с 2014 года, но все рекорды и достижения мы совершили за последние 2, да? То есть вот надо понимать, что здесь какие-то, я так понимаю, этими ограничениями как-то резко пытаетесь вдохнуть силу в научно-исследовательские местные институты. Дело в другом. Дело в том, что дефицит рождает цены. И поэтому, если мы до 31 декабря закрываем импорт семян, то за 1 январем последует рост цен. Это, как в воде вилами, не как в воде вилами написано, а как на белой бумаге карандашом или авторучкой написано. И поэтому Дмитрий Александрович может подтвердить, какая часть семян, вот что было на экране, какая часть завозится до Нового года и какая после Нового года. И поэтому наши сельхозтоваропроизводители обязательно столкнутся с ростом цен на технические культуры семян, я имею в виду. Это было уже в этом году, потому что о том, что этот закон будет принят, пугали тем, что там чуть ли не с 1 апреля, и мы даже столкнулись с такой ситуацией, когда одна посевная единица отечественной кукурузы нам институт
если до этого, там, условно говоря, в декабре предлагал 4000 рублей, он предложил за 7200, в то время как импортная продолжала стоить 8 рублей. И мы просто даже давали обратную связь, а почему импортная осталась 8 рублей стоить. А мы успели ее там по одному курсу купить, она у нас на складе здесь в России лежит. И мы просто ставим себе такой вопрос. Разница 800 рублей между тем, что я посею и получу потом 3 тонны с гектара, и между тем, что я сейчас посею и получу там 6 тонн с гектара или 5. Стоимость продукции. Да, конечно. Да, и... А у нас какая импортозависимость по семенам? Ну, как я сказал, то есть у нас по подсолнечнику это где-то порядка 70%, наверное, импортозависимости. Высокий процент импортозависимости. Да. Я не знаю, насколько мы сможем его действительно покрыть и закрыть потребность без роста цен. По рапсу 60, да, то есть, ну, как бы кукурузы, как сказал, мы можем, в принципе, здесь там 20% заместить, здесь как бы такого ничего не будет, и уж сахарный свекла у нас основной импортозависимый. Хорошо. Сейчас итоги подведем в конце программы. Во-первых, зрительское голосование. 55% считают, что итоги урожая важны, потому что это ценные продукты. 41% сказали, что цены все равно растут. И 3% выращивают сами. Но это тоже опять та же самая история. В общем-то, это тоже вопрос, почему люди не хотят, да, выращивать и работать на земле. Хотя сегодня понятно, почему не хотят иногда. Давайте итоги все-таки подведем. Год для сельского хозяйства можно назвать удачным? И вот коротко, какие проблемы надо решить? Если сопоставить природно-климатические условия, при котором сельхозтоваропроизводители работали, начиная с ранней весны, потому что как никогда... Чуть короче, ладно? Хорошо. Наши сельхозтоваропроизводители рано вышли на пассивные работы. И та засуха, которая сопровождала, она, конечно, говорила о том, что мы получим меньше. Некоторые говорили... поэтому год удачный. Год для сельхозтоваропроизводителя удачно по урожаю, но неудачно по ценообразованию. Хорошо. Рустам Мингазович, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, кому как. Так. Ну, по какой причине? В принципе, вот какие-то районы, даже в пределах района какие-то хозяйства работают, соблюдая все агротехнические приемы, получая при этом достаточно хороший урожай. А кто-то, там, надеясь на Всевышнего, ну, не всегда соблюдает, к сожалению, эти требования, поэтому и результаты подобные. Это одна сторона. Вторая сторона, если вот у нас республика, она такая пестрая, вот юго-восточные части в этом году в начале мая очень сильно пострадали от возврата морозов, поэтому там даже у них была проблема, а чем же кормить скотину, потому что первого укоса многолетних трав нету, замерзли, а второй укос из-за... В общем, у кого-то удача, у кого-то нет, я так поняла. Да. Мартин Ткач, на ваш взгляд, хороший год или забыть его и быстрее 24-й? Ну, если физически, да, подумать, это очень удачный год. На полмесяца раньше начали, раньше закончили уборку, почти уже зяб кончаем. Это удачный год. А насчет экономически неудачный. Уже второй год идет. Проблемы вы обозначили, да? Радик Мажич. Год удачный по валому зерну. И по кормовые тоже смогли мы заготовить, но по ценам хочется желать лучшего. Полный провал и нереализованное зерно пока неизвестно в закромах. Результат этого года — это вопреки погодным условиям. То есть, если хронологию говорить, на самом деле, я еще даже так напомню, декабрь, январь — это были ледяные дожди. Да, ранний заход на посев в районе марта, апреля, кто как зашел. В мае это заморозки. То есть, да, 15 мая минус 8, 16 мая минус 12 ночью, да, это подбило большинство всходов. Дальше, часть районов, на самом деле, у нас есть филиал, который вообще 111 дней без дождя был, да, и тем не менее, как бы, вопреки, они убрали, да, и опять-таки, все равно все упирается в экономику. Как бы хорошо ты не сработался, да, 21 год, я напоминаю, он был ужасен по результату, по воловке, но он все равно перекрыл затраты, которые были. То есть, да, там все равно каждый гектар что-то допринес. В этом году все пока складывается таким образом, что и 22 год был отрицательная экономика для тех, кто работает чисто в растениеводстве. И сейчас, 23 год, он близится к тому, что он закроется в дубляже 22 года. Главный шаг от государства какой ждете сейчас? Субсидирование? Проработать вариант того, чтобы для Татарстана были применены те же самые условия по субсидированию ЖД-перевозок, а также субсидирование речного транспорта. Это лучше, чем даже закуп в интервенционный фонд, потому что в интервенционный фонд не все любят залезать, потому что даже если я элеватор, я куплю это зерно сейчас и продам его в интервенционный фонд, я обязан
до 36 месяцев его хранить. То есть мне это не интересно как элеватору. И понятное дело, да, продублировать ту поддержку, которая была, но сделать ее на самом деле понятной в условиях по месяцам расписанную. Продаешь, если в невыгодных условиях формата августа, поддержка будет составлять такую. Если же ты тянешь до декабря, оставить 500 рублей. Хорошо, спасибо, Дмитрий Александрович. Хороший год или плохой? Ну, коллеги сказали, с учетом тех погодных условий, которые у нас сложились, я думаю, что год по половке, он, в принципе, удачный. Государство помощь придет. Государство помощь, но я думаю, что совместно будем прорабатывать какие-то может быть, хотя бы на региональном уровне получится что-то сделать. Я так понимаю, что от федерального правительства мы ждем более чем невесомых шагов из года в год с проблемой. Я благодарю всех экспертов. Все-таки не закрывайтесь, Марш Митхатович. Попробуйте поработать дальше. Желаю вам всем успехов закрыть этот год. Я надеюсь, что проблемы ваши будут решены. Всего доброго, до свидания.